Как только почувствовали что-то неприятное, ойкаем или айкаем. Больно, когда приходит вчерашний пациент, который тебе улыбается и говорит: у вас золотые руки? Ну так никто не говорит. Появилась хирургия, я увидел кровь на своих руках. Я здесь, я сейчас, и я счастлив. Как настроение наша очаровательная пациентка? Как себя чувствуем? Все хорошо? Прекрасно. Нет, в течение операции никакой боли не будет. Как только почувствовали что-то неприятное, ойкаем или айкаем. Головой не дергаем, спокойно сидим. Все ясненько? Прекрасно. Я родился в семье врачей-стоматологов, и моя судьба была решена задолго до того, как я еще уже мог принимать решения, поэтому все было достаточно просто. Не было никакой прагматики. Я не думал наперед на 5 лет, потому что мне было всего 19 лет. И в 19 лет ты живешь сегодня, сейчас, и тебя интересует только то, что происходит в эту секунду. Шло время, и когда я закончил институт, я вернулся домой. В стоматологии есть разные направления. Я начал с терапии, попробовал эти иголочки, подержал это все руками и понял, что я не могу этим заниматься ни секунды. Потом появилась последняя очередь, это уже был такой последняя надежда моя в стоматологии. Я попал в хирургию, увидел незамедлительный результат. То есть я, наверное, такой человек, который очень плохо умеет ждать. То есть я люблю увидеть результат мгновенно. Хирургия позволяет это ощутить. То есть ты поделал что-то, и буквально через 20 минут ты понимаешь, что ты сделал хорошо, либо плохо. Это очевидно. Я могу вспомнить своего первого пациента. Это была очаровательная дама лет 40. Операция была по установке 2 имплантантов. Я заходил на операцию, у меня дрожали руки, как сейчас, прям это помню. Мои ассистенты дали мне выпить валерьянки. Дрожь в руках не прошла. И я заходил с полным отсутствием понимания того, как нужно себя вести, как нужно демонстрировать уверенность пациенту, чтобы он понимал, что все идет так, как надо, и все под контролем. Я зашел, операция длилась около 1,5 часов. Я вышел абсолютно счастливым человеком, и мне казалось, что просто после сегодняшнего дня все остальное не имеет никакого смысла. И я здесь, я сейчас, и я счастлив. Появилась хирургия, я увидел кровь на своих руках, как бы страшно это ни звучало, и я понял, что вот сейчас я счастлив, и я могу в этом направлении развиваться и делать, даст Бог, когда-нибудь интересные вещи. И сейчас мы пока скромно набираемся опыта. Все, работаем. Залина, ротик открываем. Как настроение? Все хорошо? Сейчас мы установим формирователь десны, имплантант, который был установлен 3 месяца назад. Сейчас будет легкое постукивание, боли быть не должно. Если что, будете мне помогать. Ротик открываем. Все, молодец. Больно? Очень важно работать с пациентом в команде. В любой ситуации постоянно идет опрос того, как он себя чувствует, как он себя ощущает, психоэмоциональное состояние. И если работать в команде, понимать друг друга, работа идет в радость, и мы получаем оба от этого удовольствие.
Самое главное для стоматолога – оставаться в первую очередь врачом, не переставать уметь сочувствовать, так как очень просто в ходе постоянной работы с людьми, у которых что-то болит, потерять чувство сопереживания. Это очень важно. Это является, на мой взгляд, самым сложным в работе хирурга, да и в принципе любого стоматолога. Все, Зарина, сегодня закончился наш прием. Встретимся с вами через неделю. Будем снимать слепочки. Хорошего вам дня. Спасибо. Очень приятно мне с вами работать. В практике врача-хирурга обязательно происходят какие-то маленькие неудачи, потому что это медицина, здесь сложно что-то прогнозировать и сложно что-то гарантировать. И когда случаются легкие неудачи, и очень тяжело это пережить, и в конце этого дня ты думаешь: Господи, может быть, я не туда пришел, и может быть, мне нужно было заниматься бизнесом, строительством или чем-то еще. Но на следующий день все проходит, когда приходит вчерашний пациент, который тебе улыбается и говорит: у вас золотые руки. Ну так никто не говорит. Тем не менее, это очень приятно. Для меня лучшая награда – понимание того, что я сделал хотя бы капельку, но человека счастливее, возможно, даже местами красивее. Ведь улыбка – это один из самых важных аспектов красоты. Она диктует нам настроение. И для меня это на самом деле очень ценно, когда после визита в нашу клинику и в частности ко мне человек уходит и, прощаясь со мной, улыбается, и я понимаю, что я причастен к этому хотя бы буквально чуть-чуть. Это правда очень многого стоит. На сегодня все операции закончены. Давайте посмотрим, что мы будем делать завтра. Попробуем распланировать день. Привет, Вадик. Как здоровье? Нормально. Привет, котенок. Привет. Очень важным является предупреждение всех ошибок, которые могут встречаться на пути стоматолога и хирурга в целом. Есть разные методы и инструменты того, как можно решить этот вопрос, как можно бороться с ним. Но, на мой взгляд, самым эффективным являются современные технологии, то, как можно их использовать, как они могут стать третьей или даже четвертой рукой хирурга, которая может в буквальном смысле спасать определенные ситуации. Мы очень много слышали о том, что есть 3D-технологии, о том, что их можно применять в стоматологии, и видели это в интернете, и это казалось чем-то заоблачным. Это то же самое было, что полететь в космос. В подтверждении того, насколько это может быть актуальным и насколько это нужно, буквально завтра у нас произойдет операция, которая просто немыслимо представить без этого устройства и без этих возможностей. Вот посмотрите, в данном случае очень хорошо можно увидеть, вот здесь розовеньким отмечен нижнелуночковый нерв. То есть это та анатомическая структура, которую нельзя задевать никак, не хирургически, и очень важно бережно обходиться с ней. В данном случае шаблон или наш сканер, наш принтер позволят сделать так, чтобы мы как можно дальше были от нее и как можно были спокойнее. Поэтому актуальность подтверждена буквально только что и сейчас. Завтра мы ее сделаем, обязательно отправлю смс-ку, как все прошло, чтобы вы были тоже... Интрига сохранилась. Когда я закончил мединститут, я пошел в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии. Я в нее поступил на бюджет в Ростов. Это было очень, там очень серьезная кафедра, и я вообще с ума сходил, поэтому я хотел уйти в пластику.
Я отучился там месяц, и у моего отца случился инфаркт. Я тогда не был стоматологом вообще. И мне пришлось ехать домой. Нужно было просто зарабатывать деньги, потому что мама была рядом с ним, они уехали в Москву. И я вернулся сюда, и я почувствовал вот эту волну, когда ты начинаешь зарабатывать деньги, и она очень кружит голову от того, что ты якобы становишься успешным. Но это настолько иллюзия, что очень важно это понять. Мне кажется, я это понял. И для меня это все-таки не первостепенно. Я так хочу в это верить, очень сильно хочу.